Текст договора, скрепленный подписями Владимира Путина и руководителей Республики Крым и Севастополя, опубликован сегодня на сайте Кремля. Документ основан на свободном и добровольном волеизъявлении на референдуме 16 марта. Главные положения договора. Крым и Севастополь приняты в состав России с этого самого дня, то есть с 18 марта 2014 года. В Российской Федерации будут образованы новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Их государственными языками станут русский, украинский и крымско-татарский. Территория Крыма определена границами по суше на сегодняшний день. Разграничение пространств по Черному и Азовскому морям пройдет на основе норм международного права. Граждане Украины, постоянно живущие в Крыму, будут приняты в российское гражданство, кроме тех, кто в течение месяца не заявит об обратном желании. До 1 января 2015 года действует переходный период для политической, экономической и иной интеграции новых субъектов Федерации. До 2016 года включительно крымчане будут проходить военную службу в пределах своей республики. Во второе воскресенье сентября в единый день голосования состоятся выборы местных органов государственной власти. Российские законы действуют в Крыму и в Севастополе со дня их принятия в состав России, то есть с этого дня. Договор применяется с даты подписания и вступает в силу со дня ратификации, который, в частности, российский парламент, как сегодня объявлено, готов осуществить в ближайшие несколько дней.